8 сентября я как раз у меня день рождения, а тут как раз уже началась блокада. Уже началась обстрел и все прочее. Карточки уже вменили. А мы в это время были... Папа работал в Кронштадте, и дали ему семейную путевку отдохнуть. Мы уехали там. Это было как раз за городом. Нас было 3. Первая родилась уже перед войной. Вторая должна была идти в школу, 1 класс, а я уже в 4 класс. Ну и это через некоторое время гуляли по парку, щебетание птиц, а это, оказывается, уже были разведчики немецкие. И нам объявили, что ночью в 3 часа подали 2 эшелона подадут. И один в Ленинград для эвакуации в Буй, а другой, значит, в Ленинград. Ну и мы решили, вернее, не мы решили, а мои родители решили. У нас только летняя одежда, поедем в Ленинград, и там дальше будет видно. А оказалось-то не тут было. Папа приехал, сразу поехал в Кронштадт, потому что он там на работе был, привез нас домой, а мы, значит, остались. А там, когда он в Кронштадт приехал, обратно он вернуться не мог, потому что окружение было, обстрел в Орле, и они сидели в поезде, как говорится, 3 суток, а потом этот эшелон тронулся, и он уехал, и до свидания. И наша, как говорится, мама осталась с нами одна. Поэтому, а время такое, что никто не ожидал, что так сразу ни запасов, ничего не было. В общем, сразу вскоре начался голод, а мама одна, и приходилось, как говорится, ей самой снабжать нас. Нас оставляла дома. Я вообще-то никуда не ходила, как нянька, сидела возле своих младших сестер, потому что она уже надеялась, как она может 3 ребятишек, вернее, нас оставить. Тут она все-таки знала, что кто-то есть дома. Ну, а вскоре начались бомбежки, обстрелы бесконечные. Все бегали, бомбоубежище. То, значит, объявляет воздушная тревога, то, значит, отбой. И поэтому в скором времени уже за счет того, что и голод, и ноги уже не ходят туда-сюда, а потом еще если бомба там пустит, вернее, сбросит 500-граммовую, в общем, полтонны или тонны, то она крышу дырку делала и до самого конца и бомбоубежище разрывала. И поэтому все заваливало, засыпало, а там даже сначала и учебу, как говорится, в школе были, и потом вот эти все больные старики там даже ночевали и жили, а после этого, когда вот такое стало проходить время, поэтому решили, оставались все дома. Кто как, что будет, то и будет, потому что что уже сделаешь. Но вскоре там хлеб по карточкам, который мама была ижевенка, так как она с 3 детьми была, детская карточка вроде побольше, а ижевенцам поменьше. Что запаса? Сухарики были, значит, подъели, макарончики были, сгрызли. В общем, чего было, то и было. Дуранду вот эту как-то мне поправили. Дуранда это вот жмых. Выжимали семечки подсолнух примерно. И вот, пожалуйста, потом, значит, склеивалась она, и мы ее как конфетку сосали. Хлеба, значит, вскоре, чечевицу, я помню. Уже никаких витаминов не было, а вот цинга начиналась. И как бы вши нас одолевали, потому что уже, как говорится, они нас пожирали. Вдобавок еще все подъедали. Кошку я даже видела, как она в нашем подъезде мяукала. Целые улицы в больнице лежали. Так стояли, как пингвины, нас обмазывали. Да, потом, значит, вскоре, значит, обстрелы еще были.
которые были в одно и то же время 8 часов. Мало того, бомбили, а тут еще обстрелы. И поэтому я как-то сидела, коридоры такие у нас были, длинные, и 5 комнат, и все эти, в каждой комнате, да, семья. Коммуналки. И получалось, что женщины оставались, мужчины были на фронте. У кого дети там были в лагерях или что, вернее, в детсадах, их сразу постарались эвакуировать. Поэтому женщины уже были на казарменном положении, как солдаты. Они поднимались на крыше, дежурили, потому что были зажигательные бомбы. Чердаки все расчистили, там песок, вода. Когда бомба, зажигалка туда попадала, они уже ее скорее щипцами, как говорится, в песок, в воду. Никаких пожаров старались, чтобы не было. А если где там засыпало, то эти опять женщины разгребали и все прочее. У нас второй двор, и вот одна арка была, наш двор был, дальше следующая арка. Там у нас была когда-то прачечная, которую все по очереди там по квартирам стирали. Это теперь прачечная заменила, как бы туда складывали покойников. Потом приезжала машина определенные там дни и отправлялась, в общем, на место, на другое место. А оттуда уже, видно, выкапывали на Пискаревке там братскую могилу и туда все отвозили. Ну, голод все больше и больше был, поэтому уже пошли в ход. Да, пошли буржуйки, света не было, тепла не было, окна занавешивали. Мало того, да, воды не было, поэтому окна газетами обклеивали крест-накрест, потому что если волна какая, чтобы уже это придерживалось, окно не вернее, стекло не рассыпалось. А вечером, когда начиналось, закрывали этим одеялом, чтобы никакого огонька, света не было. Даже кричали: закройте, закройте окно, потому что немец так был близко, что даже мог на этот свет определенно уже бомбу спустить. Топить приходилось, мебелью топить, книгами топить. В общем, вот так вот. А потом уже люди видят, что по комнатам все холодно, решались, у кого самая маленькая комнатка, если там 12-16 квадратов, все сгружались, как говорится, собирались в одну комнатку, чтобы было тепло, на полу спали, чтобы все, ну, в общем, вот так вот, кто как мог выживал. Ну, мама у нас уходила. В одно время как-то она пошла, уже маленькая сестренка, которая была грудная, она умерла. Я оставалась с этой маленькой сестренкой, уже, считай, живая и мертвая. Потом, значит, без нее вторая умерла, а мамы все не было и не было. Потом ее привели под руку, что-то она там масалыгу какую-то принесла, вся уже простуженная, хрипела. Это уже было как раз январь 42 год, самый-самый-самый. У меня еще был дядя, который на заводе Кирова работал. Жена у него перед войной умерла, а двое мальчишек, они как были там, видно, летом в детсаду Ильичевой. В общем, отправили их, эвакуировали, а он работал на заводе Киров. В конце концов, он тоже, уже при мне, я знаю, пришло извещение, что он умер от голода. Там тоже, что там, 250 грамм рабочему давали. Никаких продуктов, ничего. Вот самое такое тяжелое время. Ну, а мама приехала, приехала, ее привели, когда, я там до 3 часов или там, я так примерно говорю, что варили. Я там эту масалыгу ковыряла, мороженое что-то там выковыривала, а утром проснулась и гляжу, и она умерла. В общем, оказалось, среди 3 покойников. Эвакуировали нас. Катерок прикрепляли баржу, чтобы на баржу побольше было ребятишек, в общем, семьи и все такое, женщин, детей, стариков. И перевозили
300 километров. В это время были обстрелы. Уже немцы были в Петергофе. Это что там, 20 лет, как в Ханты ехать. Тем более Ленинград внизу, а он же наверху, все видать у них как на ладони. И поэтому, как видят, что едет чего-то, плывет, они обстрелы делали. И поэтому мы благополучно, перед нами как раз погибли, утонули ребятня, и, в общем, все, что кто был на баржах. И мы все-таки удачно. Зенитки там старались, отбивались, как говорится, защита какая-то была. Потом нас подвозили на Большую Землю, там пересаживали в эшелоны. Эшелоны тоже, там на крыше были зенитки. И, в общем, перевозили. Я уехала в Пашихон, Володарский район, в Пашихоню, в деревню. 13 лет меня отправили в город Тутаев, в ремесленное училище, чтобы я была ткачиха на льняной завод в Тутаеве. Он в Тутаеве потом за мной приехал. У него командировка была в Кострому, в которой когда-то я родилась. И привез меня в Берендеево. Через год он тоже сам умер, потому что он больной был, туберкулез у него был, и я осталась одна. И где он работал, у кого он работал, то та семья меня взяла к себе. И вот с тех пор я у них воспитывалась. Он работал бухгалтером и был, как говорится, в деревнях, чтобы поднимать колхозы, в общем, слить, все такое. Он говорит, у меня 3 детей, которых надо дальше учить. И он выбрал Узбекистан, потому что там у него мама была, сестра была. И вот я поехала с ними тоже в Узбекистан. 17 лет мне. 7 класс я ходила в школу вечером. А днем, значит, я ходила на работу. Счетоводом, учетчиком работаю. Так я в Ташкенте 9 лет пробыла. Потом вышла замуж, уехала в Чимкент, потом уехала вот сюда, во Фрунзе, с 60-го года. Тут у меня сын родился, а в Чимкенте дочка родилась, а сын отсюда пошел еще на фронт. В общем, попал в Афганистан. В конце концов, в 16 году он еще тут, когда приехал, занимался детьми. Было такое патриотическое объединение «Родина», Тольский, может быть, слышали. И в 16 году умер тоже от рака. В общем, рак у него был легких. Вот так вот. А я тут в общество выхлопотала бумаги. В 2005 году вступила в общество. И вот теперь отрабатываю, как говорится, со всеми, которые вот, как видите, до сих пор. Сейчас мне 90 лет.